Добрый день, уважаемые ребята! Сегодня у нас второй урок второй четверти по курсу физики 9 класса. Начнем наш урок. И начнем с повторения темы «Импульс», закон сохранения импульса. И вам предстоит поработать с несложным тестом. Оценивайте каждый правильный ответ 1 баллом. Давайте посмотрим задание 1. Импульсом тела называют величину, равную произведению, и вам дано 4 ответа: массы тела и его ускорения, ускорение тела и его скорости, скорости тела и его массы. Массы тела и квадрата его скорости. Выберите, пожалуйста, один правильный ответ. Проверяем. Я думаю, что вы помните, что импульсом тела называют величину, равную произведению массы тела на его скорость. Следовательно, правильным ответом является ответ В. Задание второе. На левом рисунке показаны направления векторов ускорения и скорости тела. Какой из векторов с 1 по 4 на правом рисунке указывает направление вектора импульса? Думаю, что вы уже выбрали. Мы знаем, что направление вектора импульса совпадает с направлением скорости, значит, это будет вектор под номером 1. И правильным ответом является ответ А. Следующее задание. Тело массой 10 кг движется со скоростью 36 км в час. Чему равен импульс этого тела? И нужно выбрать один правильный ответ из 4 предложенных. Задание устное, поэтому считайте в уме. Проверяем. Для того, чтобы решить, нужно перевести единицы в скорости в международную систему. 36 км в час – это 10 метров в секунду. Теперь определим импульс. 10 килограммов умножим на 10 метров в секунду. Получим 100 килограмм на метр делить на секунду. То есть правильным ответом является Б. Следующее задание. Какое из перечисленных тел имеет импульс, равный нулю? Парашютист, движущийся равномерно вниз, взлетающий самолет, ваза, стоящая на столе, лодка, плывущая по воде. Проверяем. Так как импульс равен произведению массы на его скорость, то скорость равна нулю только у одного тела из перечисленных. Это ваза, потому что она стоит на столе. Значит, В равно нулю. И в результате правильным ответом является ответ В. И последнее, 5 задание. С какой скоростью движется автомобиль массой 2 тонны, если его импульс имеет значение 40 тысяч килограмм на метр, деленных на секунду? Значит, в данной задаче нужно найти скорость, с которой движется автомобиль. Задание тоже можно выполнить в уме. Проверяем. Так как импульс определяется формулой P равно mv, в скалярном виде такая же будет формула, то чтобы найти скорость из этой формулы, мы должны импульс разделить на массу автомобиля. Вычислим 40 тысяч килограмм-метр делить на секунду, разделим на 2000 килограммов. Получим 20 метров в секунду. То есть верным ответом является ответ Г. Подсчитайте, пожалуйста, полученные вами баллы. Это ваша отметка. Сделайте соответствующие выводы. А теперь мы можем перейти к теме урока. Прошу вас записать. Тема урока – реактивное движение, искусственные спутники Земли. В аббревиатуре вы ее должны узнавать ИСЗ.
Сегодня на уроке вы узнаете, что такое реактивное движение, есть ли реактивное движение в животном и растительном мире, также историю развития реактивного движения, конструкцию и принцип действия ракеты и что такое искусственный спутник Земли и зачем людям нужны искусственные спутники. Давайте начнем. Что такое реактивное движение? Под реактивным движением понимают движение тела, возникающее при отделении от тела его части с некоторой относительно тела скоростью, в результате чего само тело приобретает противоположно направленный импульс. При этом появляется так называемая реактивная сила, толкающая тело в сторону, противоположную направлению движения, отделяющейся от него части. Реактивная сила возникает без какого-либо взаимодействия с внешними телами. Например, если запастись достаточным количеством мячей, то лодку можно разогнать и без помощи весел, действием только одних внутренних сил. Толкая мяч, человек, а значит и лодка, в которой он находится, сам получает толчок согласно закону сохранения импульса. И выбросив все мячи, можно добиться того, что человек вместе с лодкой тоже получит значительный импульс, и лодка начнет двигаться. Сейчас вы можете записать в терминологический словарь термин «реакция», потому что мы встречались с вами с понятием реактивная сила, и впереди нас ждет реактивное движение. Слово «реакция» образовано от латинских «ре», что значит «против», и «акцио» – «действие». И мы можем перевести так: действие, возникающее в ответ на какое-либо действие. Вот запомните, пожалуйста, что значит слово «реакция», и от этого слова образованное определение «реактивный». Рассмотрим сейчас реактивное движение живых организмов. По принципу реактивного движения передвигаются некоторые представители животного мира. Они способны развивать скорость 60-70 км в час, то есть скорость автомобиля, при этом находясь в воде. Многие из нас в своей жизни встречались во время купания в море с медузами. Но мало кто задумывался, что и медузы для передвижения пользуются реактивным движением, и зачастую коэффициент полезного действия морских беспозвоночных животных при использовании реактивного движения гораздо выше, чем у техноизобретений людей. Реактивное движение свойственно осьминогам, кальмарам, каракатицам. Все они без исключения используют для плавания реакцию выбрасываемой струи воды. Именно это дало повод называть их биологическими ракетами. Вот посмотрите, каракатица, как и большинство головоногих моллюсков, движется в воде следующим способом. Она забирает воду в жаберную полость через боковую щель и особую воронку впереди тела, а затем энергично выбрасывает струю воды через воронку. Каракатица направляет трубку воронки вбок и назад и, стремительно выдавливая из нее воду, может двигаться в разные стороны. Ну вот, также есть и кальмары, которые достигли высшего совершенства в реактивной навигации. У них даже тело своими внешними формами копирует ракету, или, более правильно сказать, ракета копирует кальмара, поскольку ему принадлежит в этом деле бесспорный приоритет. Кальмар является самым крупным беспозвоночным обитателем морских глубин. Он передвигается по принципу реактивного движения, вбирая в себя воду, а затем с огромной силой проталкивая ее через особое отверстие.
и с большой скоростью, около 70 км в час, он двигается толчками назад. При этом все 10 щупалец кальмара собираются в узел над головой, и он приобретает обтекаемую форму. В южных странах и на побережье Черного моря произрастает такое интересное растение под названием бешеный огурец. Мы говорим о том, что реактивное движение существует и в растительном мире. Посмотрите, как выглядят плоды бешеного огурца. Стоит только слегка прикоснуться к созревшему плоду, похожему очень на огурец, как он отскакивает от плодоножки, а через образовавшееся отверстие из плода со скоростью до 10 метров в секунду вылетает жидкость с семенами. Стреляет бешеный огурец более чем на 12 метров. Ну и, конечно, глядя на подобное движение в природе, старались его как-то применить и люди. В конце первого тысячелетия нашей эры в Китае использовали реактивное движение, которое приводило в действие ракеты, бамбуковые трубки, начиненные порохом. Они использовались просто как забава. Ну и подобные же китайские трубки вы применяете, празднуя Новый год, когда стреляете в небо и видите море разноцветных огней. Конечно же, когда-нибудь это удивительное движение должно было быть применено и в технических устройствах. Сегнерово колесо – двигатель, основанный на реактивном действии вытекающей воды. Первая в истории гидравлическая турбина. В 1750 году Иоганн Сегнер, работающий в Геттингенском университете Германии, выдвинул совершенно новую идею водяного двигателя, в котором наряду с напором и весом использовалась еще и сила реакции, создаваемая потоком воды. Рассмотрите, пожалуйста, левый рисунок. Вода поступала сверху в сосуд, соединенный с осью. Внизу располагались крестообразные трубки с загнутыми в одну сторону концами. Вода вытекала через эти трубки, и получавшаяся при этом сила реакции действовала в одну и ту же сторону, приводя во вращение все колесо. Ну, конечно, хороший прибор, и практически им всегда демонстрируют принцип реактивного движения на уроках. Один из первых проектов автомобилей был также с реактивным двигателем, и принадлежал этот проект Исааку Ньютону. Посмотрите, как выглядел этот автомобиль. У него был паровой котел, нужно было жечь топливо, чтобы образовывался пар. Пар вылетал из узкого отверстия, а его импульс сообщался автомобилю, и автомобиль двигался в противоположную сторону. Такие автомобили есть и сейчас. Вот вы видите их на нижних фотографиях, но, конечно, широко и массово они не используются. А теперь обратимся к принципу реактивного движения и поговорим об ученом. Константин Эдуардович Циолковский, великий русский ученый и изобретатель, открыл принцип реактивного движения. Он говорил: человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околоземное пространство. И еще: Земля – колыбель, но не вечно же жить в колыбели. Замечательнейшие слова. Вот сейчас давайте попробуем рассмотреть, чем отличается реактивное движение от других видов движения. Реактивное движение – единственный вид движения, который может осуществляться без взаимодействия с окружающей средой, а значит и в космическом пространстве.
Одно из главнейших изобретений человечества в 20 веке – это изобретение реактивного двигателя, который позволил человеку подняться в космос. Некоторые средства передвижения, созданные человеком, основаны на законах и принципах реактивного движения, но многие средства передвижения на Земле основаны на других принципах, и только в 20 веке при выходе человека в космос реактивный двигатель оказался единственно возможным, и по настоящее время это так, для целенаправленного перемещения в безвоздушном пространстве. Покорить космические просторы без реактивного двигателя пока не представляется возможным. Идея использования реактивного движения в космосе была впервые выдвинута Константином Эдуардовичем Циолковским задолго до реального выхода человека за пределы воздушного пространства. Рассмотрим принципиальное устройство ракеты. В основе устройства ракеты лежит принцип, согласно которому всякое действие рождает противодействие. Ракета летит, выбрасывая определенное вещество из своей хвостовой части. Несмотря на всю ту простоту, ракеты разрабатывались и совершенствовались в течение чем более 7 сотен лет. Принципиальными частями, рассматриваем рисунок, современной ракеты являются космический корабль, находящийся вверху, приборный отсек, бак с окислителем, бак с горючим, насосы, камера сгорания и отверстие, из которого вылетает топливо, сопло. Вы это видите на рисунке. Несмотря на такое количество частей, в ракете принципиально различают две части – оболочку и топливо с окислителем. Оболочка включает полезный груз, космический корабль, например, приборный отсек, двигатель, в котором находится камера сгорания, насосы и прочее. Основную массу ракеты составляет топливо с окислителем, а он нужен для поддержания горения топлива, так как в космосе нет кислорода. Каков же принцип действия ракеты? Топливо и окислитель с помощью насосов подаются в камеру сгорания. Топливо, сгорая, превращается в газ высокой температуры и давления, который мощной струей устремляется наружу через раструб, называемый соплом. Применим закон сохранения импульса. На старте ракета неподвижна, следовательно, ее импульс равен нулю. После старта топливо и оболочка движутся в противоположные стороны, имея свой определенный импульс. Значит, мы можем записать уравнение 0 – это сумма импульсов оболочки и топлива до старта, и m оболочки, масса оболочки, умноженная на скорость оболочки, плюс масса газа вылетающего, умноженного на скорость газа. Направим координатную ось вверх по направлению движения оболочки ракеты. Тогда проекция скорости оболочки будет положительной, так как совпадает с направлением выбранной оси, а проекция скорости газа отрицательной, так как газ вылетает из сопла вниз в направлении, противоположном направлению оси. Уравнение получится такое: 0 равен масса оболочки, умноженная на скорость оболочки, минус масса газа, умноженная на скорость газа. Если мы перенесем отрицательный член этого уравнения в другую сторону и поменяем части уравнения местами, то получим уравнение, не содержащее минусов. То есть мы получим выражение импульс оболочки равен импульсу газа. Откуда люди впервые нашли скорость, с которой должна двигаться оболочка? Она определяется формулой произведение массы газа на скорость газа, деленное на массу оболочки. Как вы думаете, с какой целью увеличивают выход струи газа?
Ну, понятно, что от этого будет зависеть скорость ракеты. Вот она определена как скорость оболочки. Формулу эту вы можете использовать в решении задач. Рассмотрим, что такое искусственный спутник Земли. Опять же, вы должны узнавать аббревиатуру ИСЗ – искусственный спутник Земли. Это космический летательный аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите. Геоцентрическая – это Земля в центре. Для движения по орбите вокруг Земли аппарат должен иметь начальную скорость, равную или большую так называемой первой космической скорости, которая имеет значение 7,9 км в секунду. Только вдумайтесь в значение подобной скорости. Вы только успели сказать «раз» или моргнуть глазками, а ракета преодолела в пространстве 8 километров. 7,9 можно округлить до 8. Первый искусственный спутник Земли, выведенный на околоземную орбиту 4 октября 1957 года Советским Союзом с космодрома Байконур и сделавший полный виток вокруг Земли за 96 минут. С его помощью ученые смогли измерить плотность всех атмосферных слоев, узнать особенности передачи радиосигналов в ионосфере, это слой в атмосфере Земли, проверить точность и достоверность технических решений и теоретических расчетов, которые были использованы для вывода искусственного спутника. Так, идеи Константина Эдуардовича Циолковского были воплощены в жизнь. Он говорил: «Основной мотив моей жизни – сделать что-нибудь полезное для людей, не прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперед». Замечательные слова, не правда ли? И вот с 1957 года началась эра космонавтики. Конечно, нужно сказать о том, что в космос предварительно запускались очень многие животные, какие-то погибли, какие-то вернулись на Землю. И, конечно, триумфальным событием эры космонавтики был запуск первого космонавта в космос. Первым космонавтом был Юрий Алексеевич Гагарин. Он совершил облет Земли 12 апреля 1961 года за 1 час 48 минут на корабле «Восток». И этот полет состоялся благодаря выдающейся работе целого конструкторского бюро, которое возглавлял Сергей Павлович Королев, советский ученый, конструктор, руководитель всех космических полетов. Для того, чтобы осуществлять подобные полеты, существовала советская станция «Мир», которая довольно долгое время находилась на околоземной орбите. Станция была выведена на орбиту в 1986 году. В 1997 году проводился ремонт устаревшего оборудования, его туда доставляли специальные грузовые корабли. А в 2001 году станция «Мир» была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане. Но есть и очередная международная космическая станция, вот аббревиатура МКС. Подведем итоги нашего урока. Что нужно знать, изучив данный материал? Какое движение называется реактивным? Что такое искусственный спутник Земли? Каково принципиальное устройство ракеты? Нужно, конечно, знать и понимать историю развития реактивного движения. Как применяется закон сохранения импульса к движению ракеты? Нужно уметь приводить примеры реактивного движения в природе и применение в технике в различных технических устройствах.
Ну и, конечно, вы должны понимать, с какими целями запускаются искусственные спутники Земли. На этом, ребята, наш урок окончен. Желаю вам успехов в домашней подготовке. Спасибо всем за внимание и до встречи на следующем уроке. До свидания.